Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Древний город Балаклава расположился на берегу длинной и узкой бухты, что глубоко врезалось в сушу между обрывистых скал. Это самая удобная гавань во всем Крыму. Даже когда там, за горами, на морских просторах свирепствуют зимние шторма, суда в здешней бухте лишь слегка покачиваются на волнах, оставаясь в полной безопасности. Испокон веков в этой гавани искали убежище от морских бурь все те, кто когда-либо странствовал по неспокойным черноморским водам. Для туристов Крым – это жаркий юг, а вот для мореплавателей Древней Греции наш полуостров представлялся чем-то наподобие Аляски или Камчатки, то есть далекой северной земли, на самом дальнем, самом холодном краю исследованного ими мира. Добраться сюда из Средиземноморья на судах того времени было непросто, а благополучно вернуться отсюда домой было еще тяжелее. Тем ценнее была для древних моряков эта спасительная бухта, которую они называли Симбалон-Лимен, то есть сигнальная гавань. В сигнальной гавани можно было надежно укрыть судно от шторма, но, войдя в нее, древние моряки подвергались новой опасности, а именно встрече с таврами. Античные историки писали о том, что тавры специально подстерегали заходившие в гавань греческие суда, нападали на них и приносили всех захваченных в плен чужеземцев в жертву своей богини, а головы их насаживали на шесты возле своих святилищ. Суровые обычаи здешних обитателей отразились даже в постановках античных театров. Например, всемирно известна трагедия древнегреческого автора Еврипида под названием «Ифигения в Тавриде». В ней рассказывается о том, как боги перенесли греческую царевну Ифигению на самый край света, то есть сюда, в Тавриду, и как она стала жрицей у тавров. Время от времени тавры хватали на берегу греческих моряков, и Ифигении поневоле приходилось приносить их в жертву грозной таврской богине. Но вот однажды она узнала среди пленников своего брата Ореста и его друга Пилада. Ифигении удалось усыпить бдительность таврского царя и вместе с Орестом и Пиладом бежать на родину. В XIX веке место действия этого знаменитого произведения стали связывать с мысом Филенг-Бурун или Фиолент к западу от Балаклавы. Две скалы в море у берега даже получили у путешественников и писателей названия Орест и Пилад в память о героях драмы. Этот мыс, осколок древнего, давно потухшего вулкана, отличается поразительной красотой пейзажа.
Прошли многие века, и многое изменилось в Крыму. Суровые тавры были давно усмирены римскими легионами, потомки греческих мореплавателей давно осели на полуострове и смешались с местными народами, а бухта давно перестала быть опасным местом, и на ее берегах вырос небольшой городок с пристанями и с рыбными лавками. На вершине прибрежной скалы к 15 столетию уже возвышалась крепость, возведенная новыми хозяевами здешних земель – генуэзцами, которые владели этой бухтой и ее берегами на основании договоров с ханами Золотой Орды. Выходцы из Италии называли здешний город Чимбало, переделав на свой лад греческое название бухты Симболон. Как и прочие генуэзские владения в Крыму, Судак, Керчь, Гурзуф и другие, Чимбало подчинялся верховному консулу в Кафе, а в самом городе правил собственный местный консул. Его резиденция и располагалась на вершине горы под защитой крепостных стен. Трудно поверить, но на этом крутом косогоре когда-то располагался центр укрепленного города. Вверх и вниз по склону лепились друг к другу дома под черепичными крышами, а эти руины на голых скалах когда-то были католическим храмом, названным в честь святого Николая. Эти каменные кладки – не что иное, как руины бывшего консульского замка, то есть резиденции генуэзских правителей Чимбало. На его развалинах теперь выстроен военный объект, и сегодня уже трудно представить, как выглядело это здание изначально. Неподалеку от замка располагалась и ратуша, то есть городская управа, где хранились генуэзские знамена и где, по обычаю, на ночь никогда не гасили свет. Крепость Чимбало была абсолютно неприступна с моря. Ее защищали отвесные скальные обрывы высотою почти 200 метров. Пробиться к ней из бухты было тоже непросто, ведь подножие горы было опоясано рядом башен и стен. Это была так называемая Нижняя крепость. Но даже в том случае, если бы противник каким-то чудом сумел бы преодолеть ее заслон, защитники Чимбало могли отступить в верхнюю крепость на самом пике горы и успешно обороняться от неприятеля. Вот, наконец, мы добрались до верхней крепости, до самого последнего рубежа обороны, отступать с которого далее уже попросту некуда, разве что в небо. Самое заметное здание здесь – это высокая башня, так называемый донжон. Сейчас он реставрируется и окружен лесами. В этом здании было 4 этажа. Нижний из них был обустроен под большую цистерну для воды на случай осады, а 2 верхних были жилыми. И еще в начале 20 века внутри можно было видеть камины и деревянные полы. На крыше донжона был устроен маяк из большой чаши с маслом и несколькими толстыми фитилями. Управление итальянской колонии на далеком Крымском берегу регулировалось специальным уставом, который утверждался в Генуе. В нем подробно, до мелочей, были выписаны положения, которые сегодня мы назвали бы антикоррупционными. Например, консулу Чимбало запрещалось вымогать у жителей города товары и услуги по ценам ниже рыночных. Ему запрещалось устанавливать непредусмотренные налоги, а также присваивать поступления в государственную казну. Примечательно, что переводчик при консуле должен был быть настоящим полиглотом. Ему вменялось в обязанность в совершенстве владеть сразу 3 языками – латинским, греческим и татарским. Немалая часть положений устава касалась рыбного рынка, правил торговли и налогообложения на нем. Это неудивительно, ведь рыболовство в то время являлось основой здешней экономики. Закон перечислял даже отдельные виды рыб, которых добывали местные рыбаки. Это кефаль, ставрида, скумбрия, а про камбалу даже особо оговаривалось, что по 1 экземпляру с каждого улова рыбаки обязаны были преподносить лично консулу. Природа очень щедро одарила Балаклаву. Ее глубокая и спокойная бухта
всегда просто-таки кишела морской рыбой, которая заходила сюда на нерест и на зимовку. Даже сейчас, когда вода в бухте загрязнена современными судами, местные рыбаки порою могут рассчитывать на очень приличный улов. Это рыбное изобилие и дало городу его тюркское имя – Балаклава, которое обычно принято переводить как «рыбное гнездо» и которое употреблялось здесь еще до установления османской власти. В 1475 году турецкое войско отбило крепость Чимбала у генуэзцев, и город Балаклава перешел во владение Османской империи. В старой крепости расположился турецкий гарнизон численностью около 200 человек, а маяк на вершине донжона продолжал гореть, как и прежде. Османы обновили и слегка перестроили некоторые башни, а городок на берегу тем временем разрастался и вскоре насчитывал уже около 300 домов. В Балаклаве появилось 2 мечети, караван-сарай и турецкая баня. Помимо рыбной ловли, у здешних жителей появилось также и новое ремесло. В Балаклаве были устроены корабельные верфи. На них сооружались гребные и парусные суда для Османского флота. В XVII веке на воду спускали иной раз по 5 больших судов в год. Крымские ханы не имели своего флота, пользуясь при необходимости турецкими судами. Однако Селямет I Герай в начале 17 столетия решил обзавестись собственным кораблем. За большие деньги, 1000 золотых, он заказал у балаклавского корабела Хаджи Муслима 20-метровое судно. Увы, хан вскоре умер, корабль остался недостроен, и начало Крымскому флоту так и не было положено. Древесину для строительства судов добывали здесь же, в окрестностях Балаклавы, в окружавших ее густых горных лесах. Для этого отбирались самые высокие и прямые деревья. Лес заготавливали не только для местной судоверфи, но и на экспорт. Известно, что построенные в Балаклаве суда вывозили его и в Стамбул, и даже в Египет. К сожалению, сегодня мы уже не увидим тех прежних лесов вокруг Балаклавы, поскольку после столетий интенсивной и непрерывной вырубки, когда крымский строевой лес шел на нужды и османского, и затем российского флота, окрестные горы стали практически безлесны. Хотя Балаклава принадлежала не крымским ханам, а османским султанам, гераи вовсе не чувствовали себя здесь чужими. Наряду с Гызлевом и Кефе Балаклава была одним из тех крымских портов, куда крымские ханы торжественно прибывали из Стамбула после получения ханского титула, как, например, Гази II Герай. Представители ханского рода нередко посещали Балаклавскую крепость, причем некоторые из этих визитов были недобровольными. Известно, например, что Менгли Герай во время раздоров в ханском семействе однажды на некоторое время отдал сюда, в Чимбала, под надзор союзников генуэзцев, своего мятежного брата Мелек-Эмина. Схожая история повторилась и в 1524 году с Саадетом и Сахибом Гераями. Когда Сахиб Герай прибыл из Казани в Крым, то правивший Саадет заподозрил его в неких мятежных намерениях, и тому пришлось провести несколько месяцев под арестом в Балаклавской крепости. Ну, надо добавить, что братья вскоре помирились. Когда Саадета свергли Беи и Мирзы, то Сахиб вышел из Балаклавы и помог брату вернуться к власти. Но закончилась и эта эпоха в истории Балаклавы. И над городом опять, уже в который раз, поменялись знамена. Теперь на смену османскому знамени пришло российское. Значительную часть населения Балаклавы издавна составляли греки. И поскольку за 4 года до того Суворов выселил всех крымских христиан с полуострова в Приазовские степи, в 1783 году город достался России практически опустевшим. Русское правительство заселило его новой волной греческих поселенцев, приглашенных с островов Эгейского архипелага и поступивших на царскую службу. Эта греческая гвардия стала известна в Крыму под названием арнаутов. Затем на некоторое время над Балаклавой поднялся и британский флаг. Это случилось осенью 1854 года, во время Крымской войны, когда русские войска были вытеснены из города, и Балаклава на некоторое время стала главной базой британского военно-морского флота в Черном море.
Британцы владели этой территорией недолго, менее 2 лет. Однако перемены, связанные с их пребыванием здесь, оказались впечатляющие. За столь короткий срок англичане успели соорудить здесь вместо песчаной отмели каменную набережную, проложить к Балаклаве первую в Крыму железную дорогу, протянуть по дну моря телеграфный кабель в Болгарию, построить целые улицы домов английского типа. Они взялись за дело столь энергично, что современники прозвали Балаклаву Little London, то есть Малый Лондон. В 1856 году по условиям мирного договора Великобритания возвратила город и бухту России. Такова в самых общих чертах история этого замечательного места, сигнальной гавани, рыбьего гнезда, Балаклавы. Полуостров, на котором мы живем, является вовсе не самой северной или самой южной окраиной, чего бы то ни было. Испокон веков он находился в самом центре событий мировой истории и в центре личной судьбы каждого из нас, живущих здесь, в Крыму.